Отказаться от курения никогда не поздно. Как утверждают врачи, функция легких улучшается уже после 2 недель после того, как человек бросит вредную привычку, а риск развития рака уменьшается наполовину. Мы сегодня поговорим со специалистом, врачом-пульмонологом Риммой Яковлевой. Римма Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, в последнее время в социальных сетях активно распространяется сообщение о том, что в Якутске продаются жевательные резинки с содержанием никотина под названием снюс. Считается, что они менее вредные, чем сигареты, и позволяют бросить курить. Так ли это? А в 2015 году, в декабре, его запретили продажу и выпуск в Российской Федерации. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот снюс называется жевательным табаком и продается в обычных табачных киосках и даже может продаваться в обычных киосках, потому что он не считается препаратом, который содержит никотин. Но на самом деле снюс – это жевательный никотин. Считается, что там содержится небольшое количество никотина, но из-за того, что этот снюс жуют, держат во рту более 30 минут, у него пагубное влияние никотина намного выше, чем при вдыхании сигарет. Потому что когда вы курите, то легкие этот дым выпускают в течение 2-3 минут, и на этом воздействие никотина заканчивается. А снюс, к сожалению, действует более длительное время, и он со слюной, этот никотин, поступает в желудочно-кишечный тракт. Поэтому очень большой риск развития рака желудочно-кишечного тракта, желудка, поджелудочной железы. А снюс, в наше время в основном употребляет молодежь по той простой причине, что вроде бы как не курит и вроде бы как что-то получает. На самом деле, те подростки, которые употребляли снюс, в течение последующих 4 лет становятся заядлыми курильщиками, потому что у них развивается никотиновая зависимость. И эта никотиновая зависимость на подростков влияет очень отрицательно. Во-первых, у них снижается развитие, как умственное, так и в рост они становятся меньше расти. Они становятся раздражительными. В общем, появляются все симптомы никотиновой интоксикации. Поэтому снюс не только для подростков, но и для взрослых, он очень вреден и опасен. Он в 22 раза считается вреднее, чем курение обычных сигарет. Общественные организации, местные органы самоуправления должны вообще бороться конкретно с продажей данного вещества, препарата. Но видите, сейчас проблема такая стала развиваться. Я знаю, что многие родительские комитеты взволновались, и у нас тоже есть программа, согласно которой эти родительские комитеты с народными дружинами, из которых они организовывают своими классами, они должны совершать рейды по точкам, где продают эти снюсы, оповещать органы Роспотребнадзора, и потом будет проводиться соответствующая работа по изъятию этого препарата и по ограничению его доступности вообще населению. Ну вот, кроме снюса, есть еще другие так называемые заменители, которые якобы должны помочь бросить курить. Это жевательный табак и те же самые электронные сигареты и вейпы. Насколько они эффективны в плане борьбы с курением, Ну вот по поводу, чтобы бросить курить, пользоваться с электронными сигаретами, вейпами и, жевательным табаком, действительно, табачная индустрия придумала эти вещества, эти не вещества даже, это способы доставки никотина называется, для того, чтобы человек мог курить в общественном месте, в самолете, в аудитории, где-то в зале ожидания, тот же жевательный табак, тоже те же самые вейпы, они не запрещены для курения в кафе, в ресторанах, в кинотеатрах, Вейп, это что такое вейп? Это тот же самый никотин, но который произошел обработку теплой водой. Это просто булькает вода, в которой крутится никотин. Очень нравится подросткам пользоваться им, потому что к ним подаются различные ароматизаторы, которые туда добавляются, и получается вроде бы как и красиво, и вкусненько, Ходишь, дышишь то апельсином, то мандарином, На самом деле, вейп, так же как и снюс, он чрезвычайно опасен, потому что когда вы курите просто дым, он оседает в легких, выходит легкими, а когда вы курите дым, который лежит внутри воды, в смысле концентрированный, то концентрация получается намного выше. И вот эти смертельные исходы действительно зафиксированы. Они зафиксированы с тем, что горячая вода, собственно, горячий воздух, бульканье, пар горячий, поступает в легкие, и получается термический ожог легких, вследствие чего выступает шок, и смерть, соответственно. Дело в том, что
Любое вдыхание горячего, да, оно приводит к термическому поражению органа. А легкий – это слизистый орган, он очень нежный, воздушный, поэтому термическое поражение может действительно вызвать шок, который приводит к смерти человека. Поэтому вейпы, да, они по отношению к сигаретам не менее опасны и не менее вредны. Поэтому нет такой альтернативы, что я курю вейп, из-за этого у меня никотиновая зависимость, никотиновое воздействие будет меньше. Такого абсолютно нет. Все специалисты ВОЗ, да, эксперты в области табакокурения, да, они отрицательно относятся к именно этим электронным сигаретам, вейпам и тем более жевательному табаку. Значит, у нас Российское общество пульмонологов в этом году проводило большой круглый стол о вреде электронных сигарет под предводительством Галины Александры Сахаровой. Да, это самый известный наш пульмонолог, который работает именно конкретно по вреде табакокурения. И вся медицинская общественность сошлась к мнению, что эти никотин-содержащие табачные изделия вредные. И, значит, мы подписали большое соглашение, Министерство здравоохранения отправили, Министерство предпринимательства о запрете данных видов никотин-содержащих препаратов на территории Российской Федерации. Потому что мы прекрасно создаем опасность для общества, потому что эти все вещества, значит, приводят человека к заблуждению о том, что они не курят. На самом деле они курят и еще как много. Но вот все-таки мы говорим о том, чтобы бросить курить, чтобы отказаться. Индустрия не стоит на месте, и уже очень много рекламы пластырей, жвачек, каких-то спреев, которые брызнул и не хочешь курить. Действительно ли они работают? Да, они работают, но только при условии, что у человека есть самосознание, что он хочет бросить курить. Без этого сознания эти лекарственные препараты, к сожалению, они работают не очень, не на 100%, скажем. Они, конечно, работают. Например, в России, да, зарегистрировано 3 препарата, только 3 препарата для того, чтобы бросить курить. Это первое, это никаретте, это пластыри, это спреи, это жевательные резинки. Значит, их использование длится от месяца до 6 месяцев для того, чтобы выработать привычку отказа от курения. Но видите, в чем дело? Они тоже содержат никотин. Это же не безвредные вещества. Там есть никотин меньше, чем в сигаретах, но он, тем не менее, присутствует. Да? А потом второй препарат называется Чампикс. Чампикс, тоже курс лечения до 6 месяцев. Там результаты получше, чем на никаретте, но это очень такое недешевое, скажем, лечение, да, поэтому не каждый может себе это позволить. Они тоже содержат никотин. И третий препарат – это Табекс, но они никотин не содержат, они содержат препарат холиномиметики, да, которые заменяют никотин и действуют на организм так же, как и никотин, но и никотином не являются. Вот эти 3 препарата зарегистрированы, которыми вы можете пользоваться. Но самое главное, конечно, для того, чтобы бросить курить, это осознание того, что курение очень вредно. Но вот мы говорим о том, что вредно курить, как плохо курить. Давайте чуть расскажем о том, как прекрасно будет жить, если человек откажется от этой пагубной привычки. Когда вы бросите курить, первое, это через неделю от вас перестанет пахнуть сигаретами, через неделю. А через 2 недели у вас восстановится дыхание через верхние дыхательные пути, свободное. Через месяц у вас начнет восстанавливаться цвет кожи, цвет ваших зубов, состояние ваших склер, ногтей начнет улучшаться. Через год ваши легкие придут в норму на 30%. Через 5 лет от того момента, как вы бросили курить, ваши легкие придут в норму на 100%. Но это при условии, что у вас изначально не было изменений на фоне курения. Мало того, что вы снижаете риск развития таких грозных заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких, как сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, рак слизистой оболочки ротовой полости, так еще плюс к этому улучшается ваше состояние. У вас нет зависимости ходить в магазин, покупать сигареты, мыть руки. Это же тоже, да, все, это финансовые затраты. Это вот какая-то потребность пойти, купить. Ваше состояние улучшается, и вы чувствуете себя намного лучше. Ирина Николаевна, большое спасибо.